Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем заседание нашего консервативно-аналитического клуба, и мы продолжаем рассматривать те концептуальные фальсификации, которые существуют вокруг темы геноцида советского народа, вокруг темы подписания договора о ненападении так называемого пакта Молотова-Риббентропа. И давайте продолжим обсуждение вот этих тем. Слово предоставляем Михаилу Львовичу Ягуде. Ну, вот после того, что было сказано нами в отношении пакта 23 августа, что хочется отметить? Что пляска на еврейских костях, которую вот этот коллективный Запад как бы коллективно ведет, с тех самых пор, когда они выкормили Гитлера, подготавливали его к нападению на Советский Союз, собственно, заведомо отдав на заклание еврейское население, не было секретом, каковы планы нацистов. Происходит фальсификация. Особенно возмущает меня видеть, как среди моих единоверцев бредни, вот эти извращения истории, как они пускают корни по мере того, как уходит историческая перспектива. То есть нельзя было себе представить, скажем, там 2-3 поколения назад, чтобы люди писали нечто подобное. Но по мере того, как уходит, и люди, не имеющие реальных исторических знаний, ну, в частности, вот некий полный, так сказать, профан в истории, которого зовут Равин Хаим Бурштейн. Он пишет о совместном параде в Гродно, перепутав Гродно с Брестом. Но, как мы знаем, что это не был совместный парад, а, в общем-то, наверное, уж кому-кому евреям было совсем не кисло, что нацистская оккупация была отодвинута почти на 2 года, и Брест перешел в руки Советского Союза, да? Ну, то есть человек, который вообще не знает даже минимума, просто ретранслирует бредни антисоветские, которые ему, очевидно, с детства как-то в голову были вбиты тем или иным образом, или он их там воспринял. Я не знаю, кто это такой, вот я увидел просто на русском языке книгу, посвященную одному из великих учителей Торы, праведников 18 века где-то примерно, которого по сей день вот сохранилась могила в Гродне. И предисловие туда, понимаешь, написал, значит, некий Равин Хаим Бурштейн. Ну и поскольку это перевод на русский язык, значит, соответственно, ну, родной язык у него не русский, у этого Хайма Бурштейна. И вот он делится с нами благодатью своих знаний об начале Второй мировой войны. 1 сентября вспыхнула Вторая мировая война, начавшаяся с раздела Польши между Германией и Россией, согласно пакту Молотова-Риббентропа. Надо сказать, что современникам событий вот такую фразу себе зачитать и сказать, это Равин пишет. Ну, они бы конкретно очень удивились, скажем, эфемизмом. Но современники событий, они уже, естественно, почили, как бы, да. Вот, вырастает сюда новое поколение, и раскрученные пропагандистские бредни, они идут просто по нарастанию. Вот как выглядит 1 сентября. С запада наступала немецкая армия, с востока советская. И обе они бомбили с воздуха и обстреливали с земли города и деревни, неся разруху и смерть. Ну, это мы кинем самый простенький искусственный интеллект, как выглядит война, и нам напишут: бомбят с воздуха, обстреливают города и вёси, и несут разруху и смерть. Потрясающе, что Равин Хаим Бурштейн пишет вот такую страшную дичь и относит ее к 1 сентября. Потому что советская армия, она не бомбила с воздуха, не обстреливала. Действительно, единственный город, где оказала вооруженное сопротивление польская армия Советскому Союзу, было Гродно. Это сопротивление было очень быстро подавлено. Вот. А как же он пишет? В течение месяца польская армия была полностью разбита, и страна целиком захвачена. То есть, каким отморозком надо быть, чтобы, собственно говоря, попадание
оккупированной нацистами части Польши и еврейского населения под немецкую оккупацию. И то, что для евреев Западной Белоруссии, собственно, продолжилась мирная жизнь, сказать, что страна была полностью захвачена. Это он же пишет с точки зрения евреев. Я могу сослаться на безусловный антикоммунистический авторитет, совершенно оголтело антикоммунистический, но, тем не менее, современник событий. И, безусловно, человек, обладавший интеллектом, но, очевидно, иных порядков, чем раввин Хаим Бурштейн, Зеев Жаботинский, сионистский вождь, который писал в феврале 1940 года. Он говорит, все знают, какой я антикоммунист. Но сегодня всякий еврей, в котором есть человеческое чувство, он не может не сказать лишь одно про сентябрь 1939 года. Почему Красная Армия не продвинулась еще на сантиметр и еще на сантиметр? Потому что в то время, как в оккупированной нацистами части Польши уже льются потоки еврейской крови, еврейского горя, части, занятой Советским Союзом, люди спокойно ложатся спать, и встав утром, и они уверены, что они встанут утром живыми и пойдут на работу. Вот так описано ужасы советской оккупации. Зрелым Жаботинским, самым оголтелым сионистским, антикоммунистическим деятелем сионистским в феврале 1940 года. Потому что он смотрел на реальность. Рав Хаим Бурштейн реальности себе не представляет. Антисоветскую адженду разрабатывает так, что приходится нам ссылаться на Зрела Жаботинского, который очень хорошо сказал, что всякий еврей думал в начале 1940 года, почему Красная Армия не заняла еще сантиметр и еще сантиметр. Ну, то, что там Беларусь воссоединилась, эти вопросы мало волновали Жаботинского. Но, на самом деле, действительно, преследование людей, их истребление только за то, что они родились, действительно, это и любого человека, конечно, подвергает в изумление такие события. И любой человек, естественно, должен был бы вместе с Жаботинским сказать, почему Красная Армия не продвинулась еще на сантиметр, еще на сантиметр. Слава Богу, что она дошла туда, куда дошла. Вот. Ну, что он дальше пишет? Что он дальше нам пишет? Вот он описывает подполье, недобитки, собственно, польских фашистов, да, ну, армия была разбита. Гродно была опором шляхты, как мы знаем. Но если еврейский контекст уже поминать, города, как мы знаем, были не белорусскими. Белорусская была деревня. Так, города были польскими. Значит, в 1812 году Денис Давыдов занял Городню. И надо было назначить начальника полиции. Это должен был быть человек, который знает русский язык, польский язык и грамотный человек. И будет начальником полиции после того, как выгнали Наполеона, соответственно, всех коллаборационистов. Шляхта активно приветствовала Наполеона, и ему ничего не осталось, как и начальником полиции, и заместителем начальника полиции, пока пришлют людей из России, назначить, соответственно, евреев. Прибежала к нему делегация гродненской шляхты, и они сказали, як пан може такое, в общем, оскорбление такое робить вообще всему, так сказать, всему шляхетству посполитому, чтобы жидов поставить командовать полицией. На что Денис Давыдов очень разумно ответил. Он говорит, смотрите, вы ведь люди европейские, вы ведь приветствовали Наполеона. В Европе есть хороший обычай, что захваченный город отдается армии на поток на 3 дня. Вместо этого мы, дикие русские, имеем такой порядок, что мы заняли город, хотим в нем поддерживать правопорядок, назначаем полицию. Но у меня вот нету кого-то, кто бы мог, так сказать, писать по-русски и по-польску. Разуметь по-русски и писать по-польску. Поэтому мы назначаем евреев. Но если ваша шляхетская гордость оскорблена, так, пожалуйста, давайте поступим по-европейски, отдадим сейчас вас на поток на 3 дня, да, и наши казаки займутся вашими, так сказать, уже шляхтенками на всю катушку тоже. Давайте выбирайте, или вот вам полиция с командирами, которых я назначил, ну и пришлось шляхте. Вот, надо сказать, что
действительно прислали людей и даже предлагали остаться одному из них на должности, но он сказал, что нет. Зачем злить гусей, как говорится, да? Вот такая история, связанная с Гродно. Конечно, эту историю Рав Хаим Бурштейн не знает, но тем не менее, такая оголтелая, борзая, солидарность с наихудшими врагами вообще еврейского населения. Вот он описывает. Раввин Шимон Шкоп, да, был один из великих учителей Торы, который там жил, так, и вот он успел умереть до того, как его нацисты убили. Значит, с небольшой группой ближайших учеников продолжали заниматься с ними в своем доме. Да, советская власть закрыла религиозные учреждения, в том числе официально закрыла ешивы. Однако все раввины остались на месте. Действительно, величайшая претензия к советской власти, которую может любой здравомыслящий, верующий еврей высказать, вот за тот период от сентября 1939 до июня 1941 года, почему выдающиеся раввины, которые жили в Западной Белоруссии и на территории Литвы, так называемой Литвы, которая еще и Вильнюсский край, Советский Союз пояснил, почему они не были высланы в Сибирь? Вот это главная претензия. Почему выслали буржуев и сионистов и не выслали раввинов? И они все полегли под руками нацистских палачей. Вот это центральная должна быть претензия. Ну да, ешивы закрыли, верно. И вот раввин Шкоп по состоянию здоровья не мог совершить столь дальний переезд в Вильно, которое было собственно, центром Торы, и многие подались туда, учащиеся раввинов, остался в Гродно с небольшой группой ближайших учеников, продолжая заниматься с ними в своем доме. Однажды во время урока к ним ворвались бойцы польского сопротивления, то есть фашистские отморозки, и, собственно, ядро армии Краевой, которые затем вылавливали евреев в лесах Белоруссии и истребляли тех, кому удалось уйти от немцев. Это общеизвестный факт, и всем хорошо известно. Да, для раввина Хайма Бурштейна, возможно, это загадки истории, так сказать, таемница истории. Но, тем не менее, каково было отношение польских фашистов, шовинистов к евреям в панской Польше, нельзя об этом не знать. А если ты совсем не знаешь, поинтересуйся современниками событий. Вот. Я, будучи, соответственно, в молодости, был знаком с семьей в одном из религиозных населенных пунктов в Израиле. Так, там была женщина, она родилась в квартале Меашеорим, родители ее были выходцы из Польши. Они приехали из Польши в самом начале 20-х годов. Так, вот. Но, тем не менее, она была абсолютно в курсе того, что происходило в Польше в отношении еврейского населения в 20-е и 30-е годы. Так сказать, степень ненависти и антисемитизма. Собственно, она была первым источником, из которого я об этом узнал, потому что уж, конечно, не у нас в Советском Союзе в 60-е, 70-е годы о чем-то подобном могли говорить. У нас был Кабачок 13 стульев и всяческая романтизация польской темы. Вот, значит, ворвались бойцы польского сопротивления, то есть антисоветское вооруженное подполье, которые занимались тем, что убивали людей, так как лесные братья после войны. Они что могли сделать? Они могли прогнать Красную Армию, они могли заниматься убийствами, просто убийствами. Так, направив на раввина дуло карабина, они провели обыск в квартире. У нас в Ешиве нет и никогда не было коммунистов, заявил им Рав Шкоп. Вполне разумно заявил, да, и правильно, и справедливо, да. Очевидно, самообладание и праведность раввина Шкопа помогли ему, его ученикам, что их там просто не перестреляли. Да, как обычно поляки любили уже в такие моменты противостояния поступать. Как было в ходе захвата, оккупации польской армии Западной Беларуси, когда осуществлялись массовые убийства, особенно после бегства польской армии из Восточной Беларуси. В ходе бегства польской армии из Минска, непрерывные погромы, грабежи и убийства. И вот эти, так сказать, наследники и продолжатели этого дела, отморозки, называются бойцы польского сопротивления. Кем надо быть и автор, и переводчик, чтобы вот так вот это отражать. Вот. Советская оккупация.
И, опять-таки, были закрыты многочисленные еврейские общественные города. Ну да, советская власть имела свою политическую линию, совершенно верно. И она была установлена. Но, подчеркиваю, да мы, собственно, когда про религию говорили, мы сказали, что поворот лицом к религии начался с 1939 года, именно потому, что уже не было никаких преследований вообще верующих. Не закрывались приходы, не закрывались синагоги, естественно, да. Ну, только общественные организации, там, религиозные учреждения, понятно, как бы Советский Союз имел другую, как говорят сегодня, адженду. Вот. Но вот он пишет, люди подвергались репрессиям, депортациям в Сибирь. Последний раз это произошло за 2 дня до нападения Германии на СССР. И тут снова вот удивительно, раввин Хаим Бурштейн, ну, должны верующие люди оперировать таким понятием, как Божий промысел, да. И Божьим промыслом спаслись от истребления как раз те, кто были высланы. И мы не можем не оспаривать Божий промысел, но мы можем в сослагательном наклонении, по крайней мере, сказать, что трагедии религиозного еврейства Западной Белоруссии, многочисленного, собственно, к которому принадлежала большая часть, наверное, еврейского населения, и значительная часть, да, было то, что не тронули раввинов в ходе этих депортаций. Я вкратце опишу историю, которая была одним из участников событий. Записана когда-то в книге, изданной многотиражкой в Израиле, на идиш, на диалекте этнической Литвы, рассказ о том, как несколько сот евреев, вооружившись колами, топорами, естественно, молодых людей, да, колами, топорами, револьверами, просто, значит, шли по ничейной земле вслед за наступающей советской армией. Потому что немедленно организовались литовские фашисты, и, собственно, уже началось истребление еврейского населения, просто решили уйти, спасти свою жизнь. Спасти свою жизнь. Вот. Значит, среди них были моя первая бывшая жена, она была из этнической Литвы, из местечка Плунге. И, значит, собственно, у них я вот эту книжку видел, читал. Значит, они успели эвакуироваться каким-то образом, и они знали людей, которые были участники вот этого легендарного похода, когда уже прямо просто по ничейной земле в сторону старой советской границы они шли. И на них не нападали, это была большая масса людей, вооруженных кто чем, охотничьи ружья, колы, топоры, ночевали в поле. Они дошли до старой границы, шли на северо-восток, дошли до старой границы с Латвией, их еще не сразу пропустили на советскую территорию. Они заночевали в поле. Пограничники, которые там стояли, не пускали. Ну, действительно, кто знает, кто идет, собственно, да. Это вот новые присоединенные эти земли, идет уже война, и советская армия уже отступает, идут немцы, иди знать, кто это компания людей. Их оставили в поле, значит, и они держали совет, что делать, и сказали, ничего не поделать, будем порываться. Будем просто порываться силой утром. Ну как, от немцев надо уйти, эти еще не знают, что творят, будем порываться. Вступил в бой с советскими пограничниками. Но к утру пограничники ушли, собственно говоря, и граница была и открыта, они расселись по советской территории, остались живы. Понятно, что многие потом воевали в литовской дивизии из них и т.д. Так вот, это потрясающее совершенно описание, как вот они шли, и, значит, ночуют где-то там. Они заночевали один раз еще, значит, на территории той, на второй в поле как-то. Или они 3 дня шли. Ну, крепкие молодые люди. Понятно, что нигде, кроме вот этой книги воспоминаний, не задокументирован этот рассказ. Он ни в тему никому, ни официальной советской пропаганде, нигде никому никак. И уж, конечно, сионисты не хотели бы тоже фиксировать такой рассказ, потому что там описываются диалоги между теми, кто шли, и они говорят, ну вот, понятно, буржуев сионистов вывезли Интиф Русланд по железной дороге, а мы, значит, вот сейчас пробиваемся пешком и не знаем, или мы живыми доберемся. То есть, типа, буржуям всегда везет. Комментируя то, что сейчас вот сказал Игорь Львович Ягудин, я хочу зачитать выдержки из сводок, которые АНЗАЦ группа Б отправляла в Берлин. И вот давайте зачитаем.
командир полиции безопасности ИСД в Варшаве сообщает, что польское население в области русских интересов везде проявляет большое удовлетворение немецким наступлением. В различных деревнях немецким войскам организовали триумфальные арки. Неоднократно выражалось пожелание о создании польского легиона для борьбы против большевиков. Это было отправлено 27 июня, то есть на 5-й день после начала войны. А вот давайте почитаем сообщение от 2 июля, это уже здесь 11 дней после начала войны. Сообщение Айнсацгруппе команд, Айнсацгруппа Б. Главное командование 17-й армии приказало сначала использовать в целях саморасправы проживающих в занятых восточных областях антиеврейски и антикоммунистически настроенных поляков. Шеф полиции безопасности ИСД 1 июля 1941 года отдал следующий приказ всем Айнсацгруппам, проживающим во вновь занятых восточных областях, в особенности в бывших польских областях. Поляки, исходя из их опыта, проявляют себя как антикоммунистические, так и антиеврейские. Вполне понятно, что акции по очищению на первых порах должны распространяться на большевиков и евреев. Что касается польской интеллигенции, то если в отдельных случаях это не вызывается необходимостью в связи с явной опасностью, то акции по очищению будут проводиться позже. Вот так. Вот так-то. То есть заранее немцы все уже распланировали. Польская интеллигенция была обречена на уничтожение. Да, Но для начала давайте помогите нам расправиться. Да, и вот они использовали их антиеврейские, антикоммунистические настроения. После того, когда они уничтожили коммунистов и евреев, их потом самих пустили под нож. Насколько же возмутительно видеть вот изданную книгу, которая могла бы быть очень хорошей. Я не знаю, зачем переводить на русский язык, его можно интересовать по-русски. И он счел нужным присобачить предисловие. Но вот переводчик на русский язык, некий Шауль бен Беньямин, может быть, он где-то нас услышит. И, может быть, все-таки поймет, насколько опупело глупым является вот такое антисоветское предисловие, в котором польские фашисты вооруженные предстают бойцами, значит, сопротивления какого-то, присовокуплять еще и книги, посвященной, и вот аналогия какая взыграла, одному из ученых Торы прошлых поколений, прошлых веков, который похоронен в Городне. И вот Городня представляется как центр польского сопротивления вот этим самым большевикам. Так вот вам, пожалуйста, вашего интеллигентное личико, Раввин Хайм Бурштейн и переводчик Шауль бен Беньямин. Лицо, так сказать, вот этой самой антибольшевистской Польши. И что она несла нашим единоверцам. Это переписывание истории, это именно уравнивание нацистов и коммунистов в одном ряду, это переписывание преступлений фашистов на счет КВД Советского Союза. Помутнение. Это глобально переписывание. Потепления нету, а вот помутнение, которое несет коллективный Запад. Я думаю, мы осветили пресловутый еврейский аспект пакта 23 августа. Еще раз повторяю, это была выдающаяся победа советской дипломатии. На этом мы заканчиваем нашу передачу. До свидания, до новых встреч.